Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Александрович Блажевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Александрович, вы последний раз были у нас в студии в октябре 2023 года. Тогда как раз проходила призывная кампания осенняя. Спасибо большое, что нашли, несмотря на плотный график, время и пришли к нам в студию. Скажите, что изменилось за это время в военкоматах? Проведена очень большая работа по введению в действие единого реестра воинского учета. Весь воинский учет в военных комиссариатах переведен в электронную базу. И, соответственно, осуществляется с использованием электронной базы, единого реестра воинского учета, портала государственных услуг. То есть все в современном формате, цифровизовано. И, соответственно, исходя из этого, улучшается качество работы, оперативность реагирования. Одна централизованная база, где есть доступ у всех военных комиссаров по всей республике. Да, у каждого военного комиссара в республике есть доступ к своему разделу базы. В республике у меня есть доступ к базе всей республики. Но, естественно, нет доступа к базе всей страны. Оповещение граждан о призыве на военную службу может осуществляться как бумажными повестками, так и в электронном виде. Основной – это электронный вид. Он не отменяет бумажные повестки, но постепенно, со временем, я думаю, в ближайшие полгода-год мы уйдем от бумажных полностью и перейдем полностью в электронный формат. Гражданин получает извещение через портал госуслуг о том, что он подлежит призыву на военную службу, и вызывается военный комиссариат. А если он в отпуске или в командировке, например? Дается срок. На 7-е сутки повестка считается врученной, независимо от того, просмотрел гражданин ее или не просмотрел в едином реестре воинского учета. И ему дается 20 дней на то, чтобы явиться в военный комиссариат. После 20 дней, если явка не произошла, соответственно, вводятся ограничительные меры и наступает административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ну и про специальную военную операцию сейчас очень много вопросов. Скажите, как происходит оформление подписания контракта? Ну вот здесь точно никаких изменений не произошло. Контракт заключается у нас на пункте отбора на военную службу по контракту, который находится у нас в населенном пункте Черемушки. Для того, чтобы заключить контракт, необходимо обратиться либо в военный комиссариат по месту жительства, там пройти медкомиссию, собрать необходимый комплект документов и потом убыть на пункт отбора на контракт. Либо, если кто-то хочет, можно непосредственно сразу, минуя свой районный военкомат, явиться на пункт отбора, там пройти мероприятие отбора, медицинскую комиссию, сдать анализы. У нас это, вы знаете, уже в течение года действует объединенный республиканский сборный пункт. Называется он «Защитник». Там, где максимально все сконцентрировано в одном месте. Режим одного окна с момента прибытия до момента отправки к месту прохождения службы. Это и размещение, и питание, и прохождение всех мероприятий. Из сел все же нужно ехать в Уфу, даже из отдаленных. Да, абсолютно верно. Контракт заключить в сельсовете невозможно. Михаил Александрович, а вот вы полностью, получается, ведете учет тех, кто отправился в зону специальной военной операции? Мы ведем учет всех, кто обязан стоять на воинском учете. Ведение воинского учета – это основная задача военного комиссариата. Михаил Александрович, а как быть родственникам, если их боец не выходит на связь? Куда им обращаться? Ну, в первую очередь, конечно, обращаться в муниципальный военный комиссариат и обязательно в Фонд защитников Отечества. Одной из задач Фонду защитников Отечества определено как раз оказание помощи родственникам в розыске военнослужащих, пропавших без вести. То есть у них... Лучше обратиться и туда, и туда. То есть у них вся информация есть? Абсолютно. У нас с ними подписано соглашение. Мы делимся информацией всей, которая у нас есть. Берем у них много информации, потому что очень много людей обращается к ним, и, соответственно, там тоже сосредоточен большой массив информации, которая интересна нам, в первую очередь для оказания мер социальной поддержки членам семей военнослужащих. Да, это важно. Скажите, выплаты остались прежними? Здесь ничего не изменилось? Выплата от Министерства обороны, она уже с августа прошлого года стабильная, 400 тысяч Министерства обороны. Единовременная? Единовременная выплата. У нас в республике это 1 000 000 рублей
от Республики Башкортостан для всех муниципальных образований, кроме Уфы, в Уфе 600 тысяч. И от муниципальных образований, в зависимости от возможности муниципалитета, Уфа доплачивает еще 700 тысяч. Это для жителей Уфы получается 1 300 000 плюс 400 тысяч Министерства обороны. В итоге 1 700 000. Это единовременная выплата, единовременная выплата, да. И, соответственно, те надбавки, которые платят муниципальное образование, ну, там от 200 до 500 тысяч доходит в зависимости от муниципалитета, от которого уходит кандидат. А в месяц? А в месяц в районе 230 тысяч рублей. То есть там уже все зависит от При должности, выполнении, от звания. от должности, от звания, да. Ну и, соответственно, от прибытия человека в зону проведения специальной военной операции. Подскажите, а есть ли разница в выплатах, офицер это или рядовой? Нет, у нас в субъекте этого нет. Я знаю другие субъекты Российской Федерации, которые вводили такие разграничения. У нас всех жителей республики касается одна и та же выплата. Если есть какие-то проблемные моменты по выплатам, куда обращаться? Тоже в Фонд защитника Отечества? Ну, опять же, я скажу, что в первую очередь военный комиссариат по месту, откуда призывался кандидат на военную службу по контракту. Потом пункт отбора по контракту и Фонд защитников Отечества. У нас абсолютно скоммутированы все связи. Если Фонд защитников Отечества не может решить этот вопрос или узнать, естественно, он знает, куда обратиться. Это к нам и к начальнику пункта отбора. У него коммуникация с Министерством труда и социального развития, через которых осуществляется выплата. Мы узнаем, на какой стадии, как, и отвечаем человеку. Вы руководите парадами на 9 мая. Торжественно, четко. Голос не дрожит? Первый раз дрожал. Сейчас, конечно, нет. Наверное, ко всему привыкаешь. А о чем вы думаете, когда вы едете в машине? Ну, скажу честно, это чувство гордости. Гордости, в первую очередь, за нашу республику. Такие парады, как у нас в республике, проводятся далеко не во всех субъектах Российской Федерации. И в первую очередь, конечно, благодаря Ради Фаритовичу, его отношению к этому мероприятию. Благодаря поддержке мэрии города Уфы у нас проходят эти торжественные мероприятия, потому что нагрузка по подготовке в большинстве случаев лежит на них. Очень огромная помощь с их стороны, поэтому и мероприятия, я считаю, что у нас в республике проходят на достаточно высоком уровне. Постоянно и в этом году тоже, в октябре 2025 года, вы принимаете присягу у юных шеймуратовцев в Уфе на Советской площади. К счастью, это стало нашей хорошей традицией в республике, потому что вопросом военно-патриотического воспитания мы видим, какие усилия необходимо прилагать сейчас этому направлению нашей деятельности. А военно-патриотическое воспитание – это одна из задач военного комиссариата. И создание у нас шеймуратовского движения – это очень большой шаг в развитии военно-патриотического воспитания. Движение шеймуратовцев является очень хорошим дополнением к нашему юноармейскому движению, которое у нас очень сильно развито в республике. У нас очень большое, сейчас порядка 45 тысяч у нас юноармейцев. Это говорит о том, что интерес, в первую очередь, к истории нашего государства, а если мы возьмем шеймуратовцев, то еще и глубже к истории нашей республики, потому что в их подготовке и образовании акцент сделан именно на историю республики, ее развитие. Это очень знаково. Михаил Александрович, а кто ваша семья? Моя семья, моя супруга, моя дочь. Супруга проживает со мной здесь, в городе Уфе, а дочка уже самостоятельно, своей жизнью, со своим молодым человеком в городе Новосибирске. Делаю все, чтобы переехала сюда. В Республику Башкортостан. Однозначно. Вы патриот. А что делать? Я окончательно уже определился со своим местом жительства. После службы это будет однозначно республика. Ну и собирать сюда всю семью. Михаил Александрович, не могу не спросить. Вы родились в Киеве, а всю жизнь живете в России. Ну, наверное, точнее сказать, в городе Киев, Украинской Советской Социалистической Республики. Я родился в Советском Союзе,
Мой отец в тот момент выпустился из военного училища, стал офицером вооруженных сил Советского Союза. И с этого момента, с этого города началась долгая история переездов по всему Советскому Союзу, за границей и так далее. И в Киеве, и в Донецке. У меня родители по матери в Киеве были, по отцу в Донецке. И приходилось посещать свою родину в основном в отпусках отца. Вот, Киев – прекрасный город. Я горжусь и уверен, что там еще побываю. А последний раз когда доводилось там бывать? В 2010 году. А в Донецке? В Донецке, наверное, году в 2008 больше не приходилось. Планируете же вернуться? Вот в этой форме даже. В качестве победителя? Ну, естественно. А как по-другому? Михаил Александрович, как вот вы связали свою жизнь с вооруженными силами? Так как мог поступить сын офицера? У меня не было даже мыслей других. Поэтому у меня с самого раннего детства уже путь был определен, и другой судьбы я не видел. А кто ваш отец? Как его зовут? Александр Георгиевич уже много лет на пенсии, вот, тоже полковник, был заместителем начальника войск противовоздушной обороны, тогда Сибирского еще военного округа. Сейчас такого округа уже нет, но, тем не менее, мой выпуск из военного училища совпал с его увольнением. Гордится вами? Конечно. Мы тоже. Спасибо. И вся республика. Спасибо. Михаил Александрович, сейчас изменился закон о резервистах. Что это, как это работает теперь? Закон, в принципе, не сильно изменился, он остался в базовой своей версии. Вот, изменения немножечко коснулись это возраста. Ну, у нас был до момента начала СВО возраст службы в вооруженных силах до 45 лет у рядовых сержантов и прапорщиков. Соответственно, с началом специальной военной операции были внесены изменения в законодательные акты, и срок пребывания в запасе увеличился до 65 лет. Соответственно, сдвинулось с 42 лет набор в резервисты до 52. Это рядовых прапорщиков, солдат, сержантов. Вот это существенное изменение, которое расширило категорию граждан, которых мы можем привлечь. В целом остальное все остается тем же, просто раньше не было задачи прикрытия объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов. Сейчас добавлена эта задача в основные задачи граждан, пребывающих в резерве. Хочу сказать, что абсолютно никто не собирается отправлять резервистов в зону проведения специальной военной операции, потому что они не являются действующими военнослужащими вооруженных сил. Михаил Александрович, что для вас эти слова? Честь, долг, Родина. Ну, это объемно. Это очень такие значимые, высокие слова. Честь, наверное, быть до конца честным, преданным своей родине. Долг – это, рождаясь на этой земле, мы обязаны, или по-другому скажем, должны быть всегда на ее страже, всегда болеть за нее душой и, если необходимо, отдать за нее жизнь. Михаил Александрович, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. И спасибо, что стоите на защите нашей страны. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Александрович Блажевич. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.